То, что пожары в Абхазии, в том числе и природного характера, бушуют периодически тут и там, уже никого особо не удивляет. Но есть случаи, которые, что называется, выбивают из колеи. Буквально на днях сгорела отремонтированная школа в селе Аракыч Ачимчирского района. Причины возгорания пока уточняются, но сама новость повергла в шок многих. Чтобы узнать, как обстоят дела с противопожарной безопасностью в общеобразовательных учреждениях Калского района, мы отправились в городские школы. Мы понимаем, что 700 учащихся, 100 работников, плюс родители, посетители. Здесь одновременно в школе находятся более 900 человек ежедневно. И в случае таких экстренных ситуаций нужно будет это все грамотно организовывать, эвакуацию. На сегодняшний день у нас есть план, который соответствует тем критериям для того, чтобы в случае, не дай Господи, необходимости, дай Бог, чтобы у нас такой необходимости никогда не возникло, такая необходимость никогда не возникла, чтобы мы безопасно смогли эвакуировать и детей в первую очередь, и трудовой персонал, и если в данном здании будут находиться посетители, это родители или другие люди. Это вот план эвакуации нашей школы, который у меня тоже находится. Оно находится у каждого классного руководителя, то есть в каждом классе он у нас находится. К этому процессу тоже подключены старшеклассники, которые тоже знают, как себя вести в случае необходимости. Это у нас вот корпус, где у нас находятся дети нулевых первых классов. Это вот второй этаж. Это вот зеленым показываемый коридор, куда общий выход, да, вот двери, выход, второй этаж. Они должны, вот эти лестничные площадки, вот куда они должны пойти. Вот, допустим, тут 3 класса, они идут сюда. Тут кабинет зауча тоже в случае необходимости идет сюда. Они выходят вот через эту дверь. Городские школы района не просто ведут профилактическую работу в этом направлении, но проводят соответствующие учения, и у каждой из них свой план на случай ЧС. Детей каждый год знакомят с правилами поведения учащихся при пожаре в школе, а также отрабатывают план эвакуации на тот случай, если им все же придется воспользоваться. В средней школе номер 1 города Гал Республики Абхазия часто проводятся беседы со старшеклассниками на тему противопожарной безопасности. В школе у нас есть план эвакуации при пожарах. У нас имеется пожарный щит, у нас имеется песок, это внизу, на первом этаже. Есть специальное это место в случае пожара. Значит, приходили к нам МЧСники, они беседовали со старшими классами на эту тему. Эта тема очень актуальная сегодня, так как эти несчастные случаи имеют место быть. Происходят, к сожалению, пожары, да, горят леса, горят поля, горят у людей, зимой было, кстати, горят дома у людей, поэтому наша задача как педагогов-воспитателей работать с детьми и беседовать с ними на эти темы. И классные руководители проводили у нас беседы на эту тему, как правильно эвакуироваться из здания во время такого несчастного случая. План эвакуации у нас висит везде, на каждом этаже, план эвакуации при пожарах. Вот. И дети, конечно же, должны быть в курсе всего этого и должны понимать всю, значит, ситуацию, которая может быть, что она может угрожать, эта ситуация их здоровью и жизни. Также на уроках химии, когда мы изучаем тему кислород, и мы учим детей, что в кислороде горит абсолютно все, и горючие вещества, и не горючие, поэтому и там у нас в этой программе по химии тоже есть, значит, как предотвратить пожар и как с ним бороться, если, не дай бог, он произойдет. Горят, к сожалению, не только школы, но и частные дома. Так на днях сгорел дом Тамаза Библая в селе Галхуч Курчалского района. Обошлось без жертв, а опасность для людей была. В доме мирно спали дедушка и его маленькая внучка. Честно говоря, очень тяжело мне говорить, разговаривать. Это случилось 13 марта. То ночь был сильный ветер и, наверное, повредило электропередачу. И короткое замыкание. Дома были я и моя внучка, 2-годовалый ребенок.
честно говоря, даже ничего не почувствовали. Когда почувствовали, уже было поздно. Потом собрались соседи, ну, все помогли, как могли. Анжела Цаават, супруга Тамаза, вспоминает со слезами дом, в котором выросли 4 поколения. Говорит об этом с печалью и благодарностью соседям, родным и близким. Всем, кто в трудную минуту встал рядом. Малышка на руках, никого рядом нет. И самые близкие соседи прибежали. Давай я заберу, я накормлю, я уложу. А ведь дождь шел. Очень было сложно сориентироваться, что нужно и что правильно делать. И вот первые дни, люди, которые нас приютили, это самые, наверное, родные, самые лучшие на земле люди. Это семья Мехраби Библая, семья Тимури Библая. Очень сложно говорить, сколько они для нас сделали. Ну, когда вот такое происходит, и когда видишь столько любви и внимания, то приходится взять свои нервы в кулак и хотя бы им тоже облегчить это, как его, отношения с нами. Потому что никто не хочет каждый раз видеть слезы в глазах. Каждый приносил, что мог. Ну а потом уже через дня 3-4 мы уже пришли в себя и уже поняли, что жизнь продолжается. У нас малышка, наверняка будет еще пополнение. Вот. Семья растет, и я думаю, что мы справимся со всем этим. Когда прибыли пожарные, огнем был охвачен весь дом, жилые и нежилые пристройки. На тушение направили все силы пожарно-спасательной части. Ну, особая благодарность хочу выразить сотрудникам МЧС города Гал. Ребята сделали, наверное, невозможное. Просто я не смог к ним прийти, выразить свою благодарность. Дом, как видите, сгорел, он восстановлению не подлежит, надо подснуть все. К сожалению, случилось так, но это моя личная беда, мое личное горе. Еще раз огромное спасибо всем соседям, друзьям, коллективу. Пожар был ликвидирован, но спасти не удалось практически ничего, кроме документов. По предварительным данным, причиной случившегося стало короткое замыкание электропроводки. Эту версию подтверждает и хозяин сгоревшего дома. Сейчас семья Библая осталась без средств к существованию. Хочется надеяться, что найдутся люди, готовые оказать хоть какую-нибудь помощь. К сожалению, это деревянный дом, ему, наверное, минимум 150 лет, если не больше. Конечно, жаль, здесь труд моих предков, наверное, с 4 поколений. Вот, второй этаж, это очень старинный дом. Сгорело все, но что делать, жизнь продолжается. Спасибо всем, кто встал рядом. Честно говоря, очень трудно мне даже это спасибо говорить, потому что это личное мое, и люди все-таки помогли. И хочу выразить благодарность вашему коллективу, потому что очень часто слушаю ваши репортажи, и я считаю, что вы занимаетесь очень нужным, очень полезным, очень хорошим делом. О чем сожалею? Сгорело почти 1000 штук книг. Все, что собрал я, мои родители, вот это сгорело. Надеюсь, что мои соседи, мои друзья еще помогут, потому что здесь один я наверняка не справлюсь. Нужно отметить, что многие уже пришли на помощь пострадавшим и передали им вещи и предметы первой необходимости. Но этого недостаточно, чтобы начать жить с нуля. Тамаза Валерьяновича мы все хорошо знаем. Все село, не только наше село, все прилегающие села, район, республика. И они вообще, это семья педагогов, отец, мать. Он вырос среди педагогов. Он с малых лет в этой школе вместе с матерью он воспитывал наших детей. Вообще, я не знаю, вот, не будет, наверное, в нашем селе такого человека, который близко к сердцу не принес их беду. Когда человеку не касается жизни человека, все можно исправить. Но Тамаз Библая сколько сделал для нашего села, для какой области хотите, в школе, в учебе, в культуре, в художественной жизни, школы, клуба,
Где только он, нету его лепты, нету такого здесь у нас, наверное. Вот сперва, когда у нас вот это все произошло, это он первый все в школе организовал, все, он был директором, он историк, он очень знающий историк. Так что я обращаюсь ко всем, чтобы кто чем может, вот кто чем может, конечно, никого заставлять никто не будет, но чем может, чтобы помогли как могли. Образцовая семья, образцовые учителя, люди, которые нам во многом поддержали, поддерживали постоянно, поддерживали население, поддерживали молодежь. И вот они в такой сложной ситуации оказались. К сожалению, вот у них сгорел дом, и то было бы, конечно, хорошо, если вот все население, вот все люди, которые могут, как могут, чем могут, поддержали бы такую замечательную семью. Все мы радуемся солнечным теплым дням и стремительно приближающемуся лету. Но для огнеборцев сейчас самая горячая пора. Поэтому еще раз напоминаем о том, как важно помнить и соблюдать правила пожарной безопасности, чтобы сберечь свои дома, а самое главное – сохранить человеческие жизни. Анжела Белава, Илона Микава, Борис Сацуа, Гал Медиа.